Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Российский мобильный госпиталь, расположившийся на территории пансионата «Айтар», принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Здесь подготовлены приемное, госпитальное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделение, а также реанимация и ПЦР-лаборатория. О возможностях и условиях мобильного госпиталя расскажет подробнее Смагуланзе. Буквально с минуты на минуту сюда, на территорию пансионата «Айтар», заедет скорая помощь с первыми пациентами COVID-19. Российские военные медики уже ожидают их. На момент съемок в госпиталь поступили 2 пациента из Сухумской инфекционной больницы. До конца дня медики планируют принять еще 3 из других медучреждений республики. Все больные сначала попадают в приемное отделение, расположенное в одной из медицинских палаток. Здесь мы проводим первоначальный его осмотр. То есть проверяем, измеряем артериальное давление, проводится пульсоксиметрия, насыщение крови кислородом у пациентов. Для этого есть необходимое оборудование. После того, как мы приняли, заводится у нас история болезни на пациента, и он распределяется в госпитальное или в инфекционное отделение. В дальнейшем он будет определен. Если больные поступают в тяжелом состоянии, то они, минуя нас, поступают сразу в реанимационное отделение. Госпитальное инфекционное отделение расположено в корпусах пансионата, переоборудованных под палаты. Всего мобильный госпиталь рассчитан на 100 больных. Однако, как говорят медики, в случае необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест. В ковид-центре также есть лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием. Производим лабораторные исследования на ПЦР, анализы клинические, анализ крови, химический анализ крови и общий анализ мочи. В течение какого времени человек может узнать результаты ПЦР-диагностики? На следующий день будет результат уже известен. Госпиталь также укомплектован медикаментами, аппаратами ИВЛ и УЗИ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов. Компьютерного томографа здесь нет. Снимки легких будут делать на цифровых рентгенаппаратах. Больные поступают сюда исключительно из учреждения. В данном случае мы говорим об инфекционной больнице. То есть этап поступления идет через согласование и скорую помощь, да, при взаимодействии главврача того учреждения, откуда будет госпитализироваться сюда пациент. Если мы говорим о каких конкретно пациентах, да, то есть подтвержденные они или не подтвержденные, среди всех это будут, конечно же, и подтвержденные, состояние которых ухудшается, да, и помимо того, которые еще не подтверждены, но клиническая картина крайне схожая с COVID-19. То есть они подходят под COVID клиническую картину, в связи с этим их будут доставлять сюда. Они здесь на базе будут уже обследоваться, им будут проводить ПЦР-диагностику, после чего будут получать дальнейшее лечение здесь на территории, соответственно, госпиталя. Основной массой проблем мы уже столкнулись и порешали их. То есть остаются какие-то там некие вопросы, которые в ходе работы мы, соответственно, устраним, и будет работать госпиталь в полном объеме. Приехавшие в Абхазию российские военные медики имеют опыт работы в таких условиях. В частности, они помогали больным в Дагестане. Развертывание в республике многопрофильного мобильного госпиталя – большая помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сюда в первоочередном порядке будут доставлять пациентов скорой помощи Сухума и близлежащих районов. Смагуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. С 18 октября санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии увеличила количество исследований на коронавирусную инфекцию в сутки. С чем это связано, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. Именно сюда, в республиканскую лабораторию санитарно-эпидемиологической службы, привозят биоматериалы на COVID-19 со всех районов республики. Их количество растет с каждым днем. Если раньше сотрудники СЭС обрабатывали до 200 биоматериалов в сутки, то сегодня у них есть возможность обрабатывать до 400 ПЦР-мазков. Вход в лабораторию запрещен. Увеличение обрабатываемых биоматериалов за сутки связано с появлением нового оборудования в республиканской лаборатории и расширением штата сотрудников. Сегодня в лаборатории работают 12 человек. Если раньше у нас работал в лаборатории официально там 1 человек и 3 мы переквалифицировали, то сегодня у нас уже штат пополнился до 12 человек. Вот, в том числе и благодаря этому, то есть сегодня мы уже выполняем больше объем работы. Если раньше тест-системы и расходный материал в лабораторию завозили в количестве до 5000 в месяц, и этого хватало на 200 исследований в сутки, то сегодня это число увеличилось в разы.
Если мы раньше 5000 в месяц было достаточно, то сегодня это уже цифры другие, это 12-15 тысяч в месяц. И только тестов. А туда, к этим тестам нужен еще и обязательно расходный материал, который периодически тоже заканчивается, его нужно пополнять. То есть без расходного материала невозможно сделать тест, без теста тоже невозможно. Несмотря на то, что республиканская лаборатория СЭС расширила свои возможности, обрабатывать все тесты, поступающие за день, пока не выходит. Связано это с ростом заболеваемости в республике. Если раньше нам привозили тесты в количестве 400-300, когда мы делали 200, нам привозили 300-400, это мы ранее тоже это озвучивали, то на сегодняшний день, после того, как мы увеличили свою работу, то нам начали привозить еще больше. То есть мы опять все равно не успеваем. То есть мы делаем 400, нам привозят 600. Мы делали 200, нам тогда привозили 400. В первую очередь обрабатываются биоматериалы тяжело больных, людей, которым нужно выехать на лечение за границу, медиков из ковид-госпиталей и других больниц. С недавнего времени в категорию людей, которым необходимо срочно пройти тестирование, были включены лица старше 65 лет. На сегодняшний день в течение суток таких срочных пациентов более 200. Чтобы разгрузить республиканскую СЭС, совсем недавно для приема ПЦР-анализов открылась частная лаборатория. На сегодняшний день, насколько нам известно, открылся заборный пункт у лаборатории LabQuest, и они в частном порядке могут делать эти все анализы. И в связи с этим, конечно же, мы надеемся, что это хоть как-то нас разгрузит. Те люди, которые не относятся к этой вышеперечисленной категории срочников и экстренных, для того, чтобы долго не ждать свой ответ, у них появилась альтернатива, и они могут спокойно пойти сдать в LabQuest и получить анализ через 2-3 дня. Я, честно говоря, не знаю, как быстро это делается, но во всяком случае это будет быстрее, чем ждать у нас, когда у нас такой перегруз. Когда наша съемочная группа уезжала из СЭС в республиканскую лабораторию, привезли биоматериалы на COVID-19. Поговорить с медработниками, находившимися в машине, нам не удалось. Им надо было срочно ехать за следующей партией анализов. Гугуца Вардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Астамургуния назначен исполняющим обязанности главврача Сухумской инфекционной больницы. Приказ об этом подписала начальник управления здравоохранения администрации города Сухум Ирма Вовба. Астамургуния заменил на посту Мадину Будба, которая не может исполнять обязанности главврача по состоянию здоровья. Вопрос организации работы лабораторий и больниц, которые принимают больных COVID-19, обсудил мэр Сухума Беслан Эшба с главврачами столичных медучреждений. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. Мэр собрал работников здравоохранения, чтобы проанализировать работу медучреждений. Он отметил, что с появлением в Сухуме военного госпиталя будет маршрутизация ковид-больных заново согласовываться. В первую очередь внимание, как я до этого просил, реагирование на все обращения, которые есть, сопровождение больных, амбулаторных, стационарных. Сейчас с появлением госпиталя в городе, наверное, будет пересогласовываться маршрутизация. Да? Давайте мы обсудим, где мы можем быть полезны, ваши советы, и там, где может администрация включить свои ресурсы для того, чтобы все это работало четко. Начальник управления здравоохранения администрации города Сухум Ирма Вовба отчиталась о состоянии работы медучреждений столицы, которые принимают ковид-больных. Она также отметила, что амбулаторная часть работает без проблем. Участковые врачи контролируют пациентов, несмотря на то, что нагрузка очень большая. Обеспечение у нас полное. Сегодня был какой-то препарат, который у них было недостаточно. Мы сегодня выдали этот препарат, и все, вроде бы все нормально. Исполняющий обязанности главврача Сухумской инфекционной больницы Астамургуния рассказал о том, что на сегодняшний день больница переполнена. 32 больных находятся на лечении. 2 тяжелых из них будут переводить в Гудаутский госпиталь, но есть еще пациенты на госпитализацию. Больница не испытывает нехватки препаратов, но существуют проблемы со средним медперсоналом. После перевода у нас будет 30 больных, но на очереди еще несколько на госпитализацию, так что у нас постоянно полное отделение. С препаратами вроде бы все нормально. У нас сатураторы тоже и пятерки есть, у нас десятки тоже пару штук есть. Если бы еще было бы неплохо.
Из растворов тоже хватает. Проблемы у нас с санитарочками, вот, вспомогательными персонал. У нас вот выбыли несколько человек, но вроде бы тоже договорились, должны подойти, пока не видно, пока как-то справляемся вот своими силами. Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИЭ Пит Алиса Мато отметила, что успешно работает кабинет при инфекционной больнице для сдачи ПЦР-анализа. В связи с тем, что больница начала прием больных, есть необходимость развернуть более совершенную мобильную лабораторию для проведения исследований на месте. После того, как с 13 числа был открыт стационар при инфекционной больнице, наши задачи расширились. Это не только амбулаторные пациенты, но это уже пациенты стационарные, нуждающиеся в более глубоких исследованиях и исследованиях экстемпора. В связи с этим была поставлена задача вами и Минздравом, чтобы уже непосредственно при инфекционной больнице развернуть более совершенную, мобильную лабораторию, которая могла бы на месте выполнять те исследования, в которых нуждаются стационарные пациенты. Вот в этом направлении мы сейчас работаем. Главный санитарный врач столицы Алла Беляева отметила, что по Сухуму идет рост заболевания. Для взятия анализов на дому работают 2 бригады – и в будни, и в выходные. Скоро будет укомплектована и 3-я бригада. По поводу количества взятых проб за сутки. И 50 проб никак не получится. Вот у меня на 27 октября 49 адресов только плановых. И в среднем 20 не меньше адресов мы ежедневно даем первички. Главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба рассказала о том, что с 4 сентября 82 ребенка заболели ковид. Она отметила, что течение болезни более тяжелое у детей от 10 лет. Она считает, что есть необходимость создания отдельного входа и кабинета для приема больных детей или с подозрением на ковид. Есть такое предложение открыть отдельный кабинет, совершенно изолированный, с отдельным входом. Там посадить доктора в костюме специальном, проводить там прием родителей с детьми больными. Потому как поступают такие пожелания и со стороны родителей тоже, им приходится метаться от одного доктора к другому. Мэр отметил, что детям нужно уделять особое внимание. Он предложил в этой же поликлинике брать у детей анализы на ковид. Для этого администрация города окажет необходимое содействие. Элана Какаля, Давид Авицбах, пресс-служба администрации города Сухум. Мы продолжаем тему лекарственного обеспечения республики. Наша съемочная группа посетила несколько столичных аптек, чтобы узнать, существует ли нехватка медикаментов, и если да, то каких. Смотрите репортаж Сарии Кварцхели. После нашего сюжета про цены на лекарства к нам поступило много сообщений о том, что в аптеках наблюдается острая нехватка препаратов, причем по всей стране. Наши граждане, которые лечатся амбулаторно, как известно, приобретают лекарства за свой счет. Люди прислали нам небольшой список с перечнем дефицитных лекарственных препаратов, таких как Ксарелта, Элигвис, Курантил, Арбидол, Вирошпирон, Азитромицин, Таваник, Фраксипарин, Вильпрофен. С этим списком мы и направились в фармацевтические учреждения столицы. Первый объект, который мы посетили, аптека «Лекарь». Ксарелта в данный момент у нас в 2 дозировках 2,5 мг и 15 мг. Десятки, двадцатки, но уже недели 2-3, наверное, как нету. Эликвис у нас каждую неделю он бывает, очень редко бывает, когда его нет в аптеке. Сейчас есть в наличии 2,5 мг, 5 мг, наверное, буквально вечером вчера продали последнюю упаковку. Курантил мы не можем уже получить в течение, наверное, 2 недель, а так он в аптеке бывает постоянно. Вирошпирон не бывает, чтобы он заканчивался, всех дозировок у нас всегда в наличии. Сейчас в основном спросом пользуется витамин D. Он в наличии есть, максимальная дозировка сейчас 1000 мг, но мы ожидаем и 5000, и 10 тысяч тоже должны быть. Цинка нету, тоже уже, наверное, пару недель где-то. Арбидол, парацетамол. Парацетамол появился, правда, он в упаковке, где 20 таблеток, он 50 рублей стоит упаковка, 25 рублей пластинка. Что чаще всего наши граждане сейчас в последнее время покупают? Ингаверин, Арбидол, Амиксин, Ацетамивир. Так что это самые ходовые препараты сейчас. А маски, перчатки есть в наличии? Маски, перчатки есть, да. Перчатки по 25 рублей, маски по 7 рублей. Далее мы направились в аптеку Лекфарм. Там оказался в наличии Курантил для разжижения крови, который сейчас в дефиците, но в небольшом количестве. Заведующая аптекой Дженни Аганесян пояснила, что нехватка препаратов, конечно же, существует. Однако они предлагают их аналоги. Например, Таваник можно заменить левофлоксицином.
Мы стараемся, чтобы все препараты были у нас в наличии. Конечно, это зависит на данный момент не от нас, а от складов Российской Федерации. Что-то и у них уже в дефиците. Но в любом случае препараты мы можем заменить аналогами. То есть, если это, например, тот же таваник, мы можем его заменить левофлоксацином, который является его аналогом, просто российского производства. То есть в любом случае, если человек к нам приходит с назначением, а назначения сейчас очень большие для коронавируса, в любом случае заменить препараты, те, которые в дефиците, мы можем. То есть и кроворазжижающий препарат у нас есть, и витамин С, и препараты цинка, и противовирусные, и препараты антибиотики. То, что сейчас применяется для лечения коронавирусной инфекции. Немножко сейчас проблема с термометрами, он у нас был. Правда, по повышенной цене, это тоже зависело с тем, что в России очень поднялись цены на термометры. Они у нас были даже дешевле, чем в Сочи. Люди, которые там искали его, это отмечали, что у нас они есть дешевле, чем в Сочи, но, конечно, дороже, чем они были раньше, до пандемии. То есть с марта месяца практически термометров не было. Вот мы получили их. Люди, конечно, возмущались, что они дорогие, но это адекватная цена. То есть наценка на препараты идет ровно счетом точно такая же, как и до пандемии. Просто они все поднялись в цене именно на складах Российской Федерации, а то их сейчас и вообще нет. Курантил, Ксарелта, Верошпирон, противовирусные и даже градусники оказались в аптеке, расположенном внутри магазина «Амцебс». А в аптеке «Сириус» из нашего списка было практически все, кроме, опять же, курантила, таваника и парацетамола. Нужно отметить, что дефицит наблюдается и в цинкосодержащих препаратах. Нашли мы их в аптеках Лекфарм и 36,6. На данный период времени вот то, что есть, вот то, что надлежит вот для лечения, у нас практически все есть. Абсолютно все. Даже это селцинк идет, вот цинкосодержащее. Витамин D в таблетках вот сейчас вот осталось, правда, чуть-чуть немножечко. Ну, практически мы и орбидолы у нас есть. Азитромицин? Есть азитромицины, есть витамин С, есть и в ампулах, есть и в дрожже, и в порошках, в разных видах, и в крутках. Ну, стараемся, работаем. Заглянули мы и в аптеку «Мир лекарств». Здесь в наличии оказался эликвис, который тоже считается дефицитным. По словам фармацевта аптеки «Кнари» Калайджан, все необходимое у них есть. Чаще всего покупают ингаверин, миксин, левофлоксацин, азитромицин, антисептики еще для рук, что орбидолы. А вот от чего нет? Вот витамины? Витамин D3 есть у нас. Цинк закончился. Еще что? Парацетамол нету, закончился. Таким образом, говорить о том, что во всех столичных аптеках наблюдается большой дефицит лекарств, наверное, будет неправильно. Если препарата нет в одной аптеке, то он обязательно найдется в другой. Или вам предложат аналог. Причина отсутствия лекарств в наших аптеках – большой спрос на них и дефицит препаратов в России. Прямого поставщика в Абхазию. Сария Гварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. На 55-м году ушел из жизни ученый, экономист, доцент АГУ Андрей Олегович Бгажба. Андрей Бгажба – выпускник Сухумской 10-й средней школы и экономического факультета МГУ. Долгое время был сотрудником Центра стратегических исследований при президенте Абхазии. Сын известного абхазского археолога, историка, кавказоведа, доктора исторических наук, профессора Олега Бгажба. Еще одна печальная весть, особенно для коллектива АГТРК. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался наш бывший коллега Василий Лазба. Инженер-техник по профессии Василий Лазба начал работать на абхазском телевидении во время Отечественной войны народа Абхазии. Затем долгое время возглавлял дирекцию технической службы абхазского радио. За последнее время коронавирусной инфекцией заболели 17 сотрудников телевидения и радио. Чтобы не подвергать людей риску, приостановлены многие проекты. Однако мы стараемся ежедневно и объективно рассказывать о том, что происходит в стране. Корреспонденты абхазского телевидения работают даже в красной зоне Гудаутского госпиталя, чтобы наглядно показать, как опасен коронавирус. Смотрите репортаж Азины Ханагуа.
самого начала пандемии, несмотря на карантин, сотрудники Абхазской государственной телерадиокомпании работают без выходных. Что бы в стране ни происходило, для корреспондента важно быть на месте событий и своевременно рассказать об этом. Журналисты в период пандемии оказались в особой зоне риска заражения коронавирусом. За это время заболели 17 сотрудников АГТРК. Наши корреспонденты, наши журналисты, ведущие, операторы, они все работают с обществом, работают с людьми, они контактируют тесно с различного рода людьми и так далее. Поэтому понятно, что здесь, так скажем так, очаг инфекции начался тоже вот где-то в сентябре, наверное, у нас появились первые заболевшие. И у нас с этого времени начались очень большие проблемы, потому что творческий коллектив и технический вот коллектив, да, вот костяк наш, который делает эфир, когда несколько человек хотя бы, скажем, да, на каком-то этапе одновременно заболели, и люди, которые контактировали с ними, другие наши сотрудники уходят на самоизоляцию, получается, что вот это творческое поле, на котором мы находимся, теряет свои главные ресурсы. И, конечно, вначале нам было просто страшновато, мы боялись сорвать эфир каким-то образом, не знаю, какая-то сила нам все же помогает, и мы просто, наверное, понимаем все-таки ответственность перед обществом. Вначале даже у врачей был некий страх, вот, да, когда мы заявили о том, что у нас появились заболевшие, и даже нам предложили вообще как бы закрыть телевидение. Оператор видеомонтажа редакции «Щичибзеп Сантула» Миранда Шони одна из тех, кто заболел коронавирусом. Сейчас она здорова и уже приступила к работе. У меня вот горло начало болеть, потом вот суставы. Первый день 37 температура поднялась. 2 дня, в принципе, у меня держалась 37 температура, а потом слабость, ужасная слабость. Температуры больше не было. На 4-й день, да, взяли ПЦР, и через день уже я знала, что у меня положительный результат. Знаете, как сказать, что это в легкой форме, не совсем так. Просто я не задыхалась, а так у меня была ужасная слабость. Почти 2 недели я лежала практически. Я изолировалась от всех. Мои домашние никто не заболел. Я лежала в отдельной комнате. Как бы вот так, дверь открывали, ставили еду. Я забирала как-то вот так мы. Но никто не заболел лично от меня. Практически месяц я лежала в комнате. У меня 2 раза положительный тест был. Мы лечились дома, мы все время были на связи с врачами, делали рентген. Месяц уже, как я вышла на работу, но все равно, знаете, вот какая-то слабость есть все равно. Главное, знаете, что главное не паниковать в этой ситуации, надо держаться, и все будет хорошо. В числе тех, кто переболел коронавирусом, и режиссер выпуска Амшекшара Фарида Джопуа. Изначально она лечилась дома, но в дальнейшем течение болезни ухудшилось, и Фарида была госпитализирована в Гудаутский ковид-центр. К счастью, лечение прошло успешно, и сегодня Фарида снова в строю на рабочем месте. Однако многие заболевшие сотрудники телерадиокомпаний все еще находятся на самоизоляции. С некоторыми из них нам удалось связаться по телефону. Ведущая тематических программ Сария Циквитания рассказала о первых симптомах болезни. Началось все с того, что вот первые симптомы это были жуткие головные боли и изнурительная усталость. Дня 2-3. Потом в один из дней к вечеру резко у меня поднялась температура 38,5. Ну и держалась где-то день. Потом благодаря лекарствам сбили до 37. И вот температура в общей сложности у меня держалась первые 3 дня. Вот эти первые пару дней было жутко, а дальше уже состояние стабильное. То есть усталость, сонливость и полная потеря обоняния сохранялась, конечно. Вот буквально пару дней назад ко мне вернулось обоняние. Но считается, что я в легкой форме болею. Перед болезнью Сария готовила новый проект, но его пришлось отложить. Когда я слегла, это было единственное, что меня заботило, так как омрачал тот факт, что я пару съемок провела, то есть
Пол работы почти уже было сделано, но тут неожиданно нагрянул коронавирус. Я, конечно, очень надеюсь, что в скором времени удастся выйти на работу и заняться любимым делом. Немало новых проектов было отложено и руководством АГТРК во избежание заражения сотрудников коронавирусной инфекцией. В настоящее время делать какие-то большие студийные передачи мы не можем, конечно, из-за ограничительных мер и из-за понимания, что эти студийные записи в конечном итоге ничего хорошего нашим сотрудникам не приносят, потому что каждый раз кто-то заболевает. И поэтому мы ограничиваем себя. И, конечно же, в какой-то мере мы обделяем сегодня зрителя, который хотел бы какие-то очень большие студийные передачи. Но я думаю, что все это впереди. А сейчас просто нам всем вместе надо выдержать ситуацию. Мне кажется, что в коллективе есть понимание того, что мы должны заменять друг друга, помогать друг другу, и в конечном итоге мы выстоим. За это время журналистами абхазского телевидения был сделан не один материал из Гудаутского госпиталя, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией. Корреспонденты часто посещают и Сухумскую инфекционную больницу, где делают ПЦР-диагностику. А журналист Нала Мукба и оператор Тимур Гугохе привезли материал прямо из красной зоны Гудаутского ковид-центра. Пока мы все еще находимся в чистой зоне, вот красная зона на шаге от нас, здесь уже реанимационные палаты. Я вот не представляю, в этом костюме сейчас всего минут 5, как люди в этом костюме не просто передвигаются, но и какую-то помощь могут оказывать людям. Вот для меня остается загадкой. Я надеюсь, выдержу в течение часа, чтобы могла рассказать вам о том, что там за красной зоной происходит. В условиях пандемии коронавируса на первой линии борьбы с болезнью находятся наши медики. Врачи помогают согражданам справиться с вирусом, рискуя своим здоровьем и жизнью. В такой сложный для страны и народа период каждый может внести свой посильный вклад. А свою задачу мы видим в том, чтобы рассказать, насколько опасен коронавирус, и показать усилия врачей без сна и отдыха, спасающих людей. Шазина Ханагу, Алексей Баструков, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. По инициативе секретаря Общественной палаты Абхазии Гули Кичба создана экспертная комиссия по реформе энергетической системы Абхазии. В ее работе примут участие члены Общественной палаты, эксперты энергетической отрасли, а также сотрудники РУП «Черноморэнерго». По итогам работы депутатам Народного собрания будет предложено провести открытые слушания по концепции реформы энергетики. В обществе ходит много непонятных слухов. Каждый по-своему, значит, это интерпретирует. Мы хотим знать вообще, какая концепция, какое видение развития энергетики. Есть какие-то, вот знаете, вот в государстве есть несколько видов безопасности. Да, вообще на первом месте стоит идеологическая безопасность, потом продовольственная, на третьем месте уже стоит оборона, и на четвертом стоит энергетическая безопасность. Я считаю, наша независимость на 90% это то, что мы имеем собственную энергетику. Даже нормы расходов на одного человека электроэнергии, если взять, да, в Абхазии, это очень высокий показатель по сравнению с другими развитыми государствами. Хороший фактор, хороший показатель. Но насколько этот показатель будет у нас стабильный, перспективный? Будут ли какие-то изменения завтра? Говорят, что генерирующее, да, вот оно не принадлежит нам, принадлежит кому-то. Часть, в принципе, мы получаем электроэнергию от Ингургеса уже бесплатно. Мы платим только там потери на линии и так далее, и так далее. Насколько это будет? Завтра как они себя поведут? Насколько предсказуема наша перспектива? Насколько мы энергетически безопасность вообще существующая система? Вот это все хотим узнать, хотим пригласить специалистов, выслушать их мнение, чтобы народ знал, чтобы не было лишних разговоров, лишней политизации. Это серьезная проблема. Ее не надо политизировать, ее надо конструктивно обсуждать и принимать правильные конструктивные решения. В Союз журналистов Абхазии вступил президент Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России Сергей Лидов. В 2000 году Сергей Лидов издал календарь с авторскими фотографиями первого президента Абхазии Владислава Арзенба, а также он автор серии фоторепортажей о миротворческой миссии России в зоне абхазо-грузинского конфликта. Сергей Лидов – советский и российский профессиональный фотограф, занимается фотографией более 50 лет, лауреат многих премий и наград, самый титулованный фотограф России.
Является автором 9 альбомов и участником более 200 выставок в России и за рубежом. В ближайших планах Союза журналистов Абхазии организация мастер-класса Сергея Лидова для фоторепортеров Абхазии. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в среду 21 октября с 11:30 до 17 часов западная часть Гагарского района останется без подачи электроэнергии. Это связано с ремонтом высоковольтных линий «Холодная речка» и «Цандрипш». «Черноморэнерго» также сообщает, что в связи с ремонтно-профилактическими работами в Галском районе с 11 часов до 16 будет отключена подстанция «Переброска». И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 14-19 градусов. Температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.